Доброго дня вам! Я Мурат бин Муслим, и вы на канале Курдское просвещение. Сегодня к вашему вниманию я подготовил очередную курдскую сказку. Курдская народная сказка. Мудрая змея. Увидел как-то падишах сон. Велел он созвать во дворец всех мудрецов, но никто не смог этот сон истолковать. Слух об этом дошел и до бедного дровосека, и решил он испытать судьбу. Завернул в узелок хлеб с сыром, попрощался с женой и пустился в путь. Долго ли, коротко ли шел, дошел до большого камня. Только сел отдохнуть, как его кто-то окликнул. Обернулся — змея. «Бедняк, куда путь держишь?» «Да вот иду сон падишаху истолковать». «А знаешь, что сказать?» Бедняк покачал головой. «Ну так слушай. Я открою тебе смысл падишахского сна. Ты расскажи ему, он тебя наградит, золото даст, и мы поделим их по-братски». Обрадовался бедняк, согласился. «Когда войдешь к падишаху, поприветствуй его и скажи: «О, великий падишах, во сне ты видел волков. Это народ твой, подобно волкам. Будет недружно жить. Люди будут грызться друг с другом». Попрощался бедняк со змеей, пошел дальше. Истолковал он сон падишаху, тот дал бедняку 100 золотых. Радостный шел дровосек домой, глядь, а на дороге змея его дожидается. Поднял бедняк большой камень, бросил в змею, но она увернулась и заползла в свою нору. Через некоторое время снова увидел падишах сон и велел позвать к себе дровосека. Идет бедняк и сокрушается, что обидел змею. Дошел он до большого камня, видит, змея греется на солнце. «Куда путь держишь, бедняк?» «Да вот, иду к падишаху сон его истолковать. Но что сказать, не знаю. В прошлый раз я бросил в тебя камень, дом свой разрушил». «Не твоя вина», — ответила змея. «Пойдешь, поприветствуешь падишаха и скажешь: «О, великий падишах, во сне ты видел лисиц. Народ твой, подобно им, станет хитрить». Поблагодарил бедняк змею за совет и пустился в путь. Получил он от падишаха 200 золотых. Идет и думает: с чего это мне делить золото со змеей? Свернул он с дороги и пошел обходным путем. Прошло некоторое время, в третий раз увидел падишах сон. Послал опять за бедняком. Идет бедняк, пригорюнившись, а на дороге змея. «Бедняк, не к падишаху ли ты идешь?» «Сестра змея, не плати мне злом, не смейся надо мной. Уж в этот раз не избежать мне топора палача». «Не отчаивайся, я помогу тебе. Пойдешь, скажешь падишаху: «О, великий падишах, во сне к тебе явились ягнята и овцы. Народ твой, подобно им, будет жить в мире и дружбе». Поблагодарил ее бедняк. Пришел он к падишаху, истолковал его сон, получил 300 золотых. Пришел он с деньгами к змее и говорит: «Сестра змея, вот все, что дал мне падишах. Не откажись, бери золото сколько хочешь». «Нет, бедняк, на что мне твое золото?» — ответила она. «Может быть, ты сердишься на меня за прошлое? Так я сейчас схожу за остальным золотом. Уж очень много добра ты сделала мне». «Ничего, тут не только твоя вина. Первый год был год волчий. Ты бросил в меня камень. Второй год был лисий. Ты обманул меня, свернул с дороги. Третий год — год мира и дружбы. Поэтому ты и примирился со мной. Так иди же с миром». Текст читал Иван Савоськин.